Доброе утро, Якутия! На календаре 27 июня, сегодня вторник, в студии Ксения Еремеева. Начинаем новую рабочую неделю вместе. В ближайший час мы интересно и бодро проведем время здесь, на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Аномальная жара. Как якутяне борются с жарой. Поделимся полезными советами о том, как перенести 30-градусные жаркие дни и как не получить солнечный удар, а главное, какое средство помогает от жары. Для некоторых людей утро – это настоящее испытание. Ведь утром нужно просыпаться и идти на работу. Как просыпаться легко и быстро, а главное, как позитивно настроить себя на рабочий лад, расскажем чуть позднее. Добрым молодцам урок. Как сказки влияют на наше сознание и как научиться писать сказки детям, нам расскажет плотник по профессии и сказочник в душе горожанин Константин. Где можно прокатиться с ветерком, особенно в эти жаркие дни? В Якутске вот уж 4-й год работает яхт-клуб, где дети обучаются не только управлять парусными яхтами. Оставайтесь с нами, ведь с программой «Утро Якутии» всегда интересно, а главное тепло. Кстати, о погоде сейчас узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. По данным гидрометцентра, в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха составила 16-22 градуса со знаком плюс. В заречной группе 17-25 градусов, в южных районах 15-18 выше 0, в Вилюйской группе 15-16 градусов тепла, в Нижнеленских 14-19, в западных 14 градусов выше 0. В Колымо-Индигирской группе улусов температура воздуха составила от плюс 6 до 22 градусов, в Янских 9-12, на северо-западе 14-15 со знаком плюс. В Якутске на 6 часов утра температура воздуха составила 22 градуса тепла, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер переменный 3,8 метров в секунду, температура составит 31-33 градусов выше 0. Летом всегда хочется провести время около реки. Кстати, сегодня 27 июня. Именно в этот день ежегодно отмечается Всемирный день рыболовства. Рыбалка – одна из самых массовых увлечений. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда. Ведь только по-настоящему увлеченные люди ради того, чтобы увидеть или ощутить поклевку рыбы, могут забираться в очень отдаленные и глухие уголки, часами мокнуть под дождем или стынуть на морозе. Ну а для того, чтобы быть в курсе других интересных дат и событий, достаточно присоединиться к нам. Наша постоянная рубрика «Даты и события» расскажет вам о других не менее интересных датах. На календаре 27 июня. Сегодня отмечают Всемирный день рыболовства. День молодежи России. День микро, малых и средних предприятий. По народному календарю Елисей-Гречкосей. На Руси на Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. В этот день также принято было освещать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Также поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. В этот день российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, представленный итальянским архитектором Растрелли. Указом императора Александра II на основе Главного управления путей сообщения и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения. Первым министром путей сообщения стал Павел Мельников. Установлен первый в мире банкомат. Машина нашла свое место в Энфилде, на севере Лондона. Создатель устройства Джон Шепард Барон вдохновился автоматом по продаже шоколадных батончиков. Он просто заменил конфеты на деньги. Вышло постановление правительства Москвы об установке памятника вознаменования 300-летия российского флота. Автором проекта стал знаменитый скульптор Зураб Церетели. В этот день родились Борис Хмельницкий, советский и российский актер театра и кино, композитор.
Виктор Дробыш, российский композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Тоби Магуайр, американский актер, продюсер. Алсу, российская певица, телеведущая. Хлои Кардашьян, американская телевизионная персона, актриса, модель. Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай и Павел. С 26 по 28 июня 2023 года в городе Якутске проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы развития комплексной реабилитации и абилитации в Республике Саха-Якутия» с участием руководителей региональных исполнительных органов государственной власти и руководителей ведущих федеральных методических и реабилитационных центров. Более подробно об этой теме мы поговорим сегодня с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Виктория Лорер, директор методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта. Доброе утро, Виктория Валерьевна. Хотелось бы узнать сегодня поподробнее, получше о вашей деятельности. Поделитесь, пожалуйста, с нами. Да, доброе утро. Методический методологический центр, он занимается, оказывает методическую, консультативную помощь, прежде всего, органам исполнительной власти разных субъектов Российской Федерации, организаций, которые занимаются вопросами комплексной реабилитации, как взрослых, так и детей-инвалидов. Мы проводим мониторинг, то есть мы смотрим о том, как развивается в нашей Российской Федерации состояние ранней помощи, состояние комплексной реабилитации. Но и разрабатываем разного рода методические рекомендации, информационные справки проводим. И занимаемся, конечно, повышением квалификации специалистов, что очень важно как раз именно в области ранней помощи. Да, но как уже было сказано выше, в Якутске в эти дни проходит как раз научная конференция, такая научно-практическая, добавлю, на которую вы приглашены в качестве эксперта. Да, интересно узнать, что является основной темой работы конференции. Да, на самом деле в настоящее время в Российской Федерации у нас очень важный такой есть документ. Это концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Она действует на период до 2025 года. И, конечно, в рамках этой концепции очень важно развивать разные направления. Это не только направление медицинской реабилитации инвалидов, когда основное внимание уделяется состоянию здоровья, но и развивается социальная реабилитация, прежде всего и детей-инвалидов, то есть какие у нас разные технологии используются, как дети-инвалиды могут себя реализовать в жизни. Очень важное направление в комплексной реабилитации – это ранняя помощь детям и их семьям, которая на самом деле является таким начальным этапом комплексной реабилитации, позволяет выявить тех семей, которые нуждаются в ранней помощи, наладить хорошую такую маршрутизацию семей. И, конечно, основная задача – это профилактика инвалидности у тех деток, которые имеют проблемы в развитии. Но на самом деле этим комплексная реабилитация не заканчивается, она начинается от ранней помощи, потом идет реабилитация детей-инвалидов, реабилитация взрослых людей, но и важное направление сопровождаемое проживание людей, ну и, конечно, жизнеустройство. Да, Виктория Валерьевна, скажите, пожалуйста, простым языком, таким очень понятным, система ранней помощи – это как? Это про что? Да, у нас сейчас очень важное такое новое направление – это ранняя помощь детям и их семьям. Что это такое? Ну, конечно, это прежде всего психологическая помощь родителям и другим членам семьи. Это в том случае, когда в семье рождается ребенок и есть какие-то трудности в развитии, есть какие-то непонятные медицинские диагнозы, семья не знает, куда обратиться. Как раз именно важно на этих этапах оказать психологическую помощь родителям, оказать информационную помощь, куда обратиться за какой-то помощью и консультацию.
Но и если на самом деле у родителей возникает беспокойство о том, как развивается их ребенок, есть ли какие-то трудности в поведении, то специалисты службы ранней помощи тоже этими вопросами занимаются. И на самом деле еще один очень важный момент, поскольку у нас дети очень маленькие, это младенцы, это вот те, которые только родились до 3 лет, то маленькие дети, они развиваются только, конечно, в процессе взаимодействия со своим близким человеком. Это с мамой прежде всего и с другими, и развиваются в повседневной жизни. И поэтому, конечно, специалисты ранней помощи всегда стараются помочь родителям, а вот как организовать дома среду, да, как вот правильно накормить ребенка, как его правильно покупать, как с ними играть, потому что это важные вот те виды деятельности, в которых ребенок развивается. И вот задача как раз ранней помощи помочь наладить вот это вот. Это все, Да. в комплексе все. Да, повседневную жизнь, чтобы в процессе вот обычных такой деятельности ребенок развивался. Да. Вот, Виктория Валерьевна, ну вы настолько глубоко погружены в это все. Вот лично вот вы какие бы дали советы, рекомендации семьям, особенно молодым, в такой вот ситуации, когда появляется ребенок с особенностями? Ну, на самом деле советы очень сложно давать, потому что когда семья ожидает ребенка, конечно, это очень важное такое значимое событие для семьи. Но и бывает в жизни так, что не все идет как хочется, да, бывают трудности, дети попадают в больницы. Им необходимо какое-то лечение, и это очень большое такое стрессовое событие для семьи. Поэтому, конечно, на самом деле очень важно родителям в этот момент понимать, что есть те организации, которые тоже смогут помочь. То есть родителям не закрываться, не оставаться со своим горем наедине, а обратиться к персоналу организации здравоохранения, чтобы найти эту службу, которая сможет помочь родителям. Это первое, наверное, такое важное, потому что, да, может быть, не сразу родители обратятся, но такая возможность есть. И этой возможностью нужно пользоваться. А второе, на самом деле, если родители все-таки видят, что как-то ребенок отстает в развитии, есть какие-то проблемы с поведением, есть проблемы с эмоциональным развитием, тоже пусть не волнуются. На самом деле это беспокойство родителей, это нормально и естественно, да, для каждого родителя. И лучше обратиться к специалистам, посмотреть, а действительно ли есть какие-то трудности, или это просто временное было. То есть на самом деле не бояться, потому что есть эти службы ранней помощи, в них можно обратиться, проконсультироваться со специалистами. Но и на самом деле, я думаю, что это будет полезно. Да, Виктория Валерьевна, мы благодарим вас за то, что сегодня пришли к нам, за эту беседу, за полезные советы. Мы передаем всем доброе утро, всем нашим коллегам, всем вам успехов больших в этом важном, я считаю, очень нужном деле. Ну а в продолжении часа у нас новостной блок от наших коллег. Оставайтесь с нами. Всем хорошего дня. Доброе утро, коллеги. Последние новости к этому часу. Сильная жара ожидается в оленеводческих районах Якутии. Температура воздуха повысится до плюс 30-35 градусов. В ближайшие сутки, 27 июня, в Вилюйской группе, Кобяйском, Горном районах ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, днем в Тампонском, Усть-Алданском, Чурапчинском и Татинском районах местами грозы. При грозах порывистый ветер до 17-22 метров в секунду. На западе, севере небольшие, местами умеренные дожди. 28 июня на юго-западе, 29 июня днем по Нижней Лени, местами ливни. Продажу субсидированных билетов на водном транспорте открыли в республике в рамках программы обеспечения доступности перевозок. Речь идет о рейсах по 15 социально значимым маршрутам. Какие именно вы сейчас видите на своих экранах? Сумма субсидий составляет от 10 до 70% от установленного тарифа в зависимости от расстояния маршрута и типа судов. Бронирование и приобретение билетов возможно в кассах продаж и онлайн.
Якутуголь продолжает сезон летней навигации. В летние месяцы отгрузка и транспортировка угля выполняются в адрес предприятий ЖКХ северных и центральных районов. Компания «Якутуголь» отгружает уголь с разреза Джибари-Кихая в рамках летней навигации. Баржи с углем идут по рекам Алдан, Вилюй, Лени и Яне. Северный завоз позволяет обеспечить необходимым топливом труднодоступные районы Якутии. Помимо доставки топлива в период летней навигации проводится большая работа по поставке материалов и запасных частей на разрезы Джибари-Кихая и Кангаласский. Общественное движение в поддержку мобилизованных «Якутия с тобой» продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции. По адресу улица Орджоникидзе, дом 10, работает пункт приема гуманитарной помощи. Здесь каждый день неравнодушные женщины шьют форму, палатки, дождевики и многое другое для всех мобилизованных. Добровольцы принимают любые вещи, а также продукты, медикаменты и все необходимое в полевых условиях. Активисты работают с 27 сентября прошлого года. За это время они собрали и отправили более 60 тонн гуманитарной помощи. Отправляем одежду, снаряжение, значит, маскировочные сетки, окопные блиндажные свечи. Одно еще из наших направлений – это помощь раненым в госпиталях. Для них мы стараемся отправлять продукты питания, там, одежду, газеты. Иногда отправляем, значит, инвалидные кресла, значит, трости. Несмотря на цифровизацию, Усть-Алданский районный участок Якутскэнергосбыта ежедневно обслуживает более 60 клиентов. Основной деятельностью учреждения является сбор оплаты с населения и организации за использованную электроэнергию. На сегодня гражданин республики за киловатт оплачивает 5 рублей 53 копейки. Также районный участок энергосбыта по заявке устанавливает умные счетчики и помогает жителям открыть собственный личный кабинет. Состояние теплого озера не радует жителей города Якутска. На протяжении нескольких лет не сделано ни одного мероприятия по благоустройству озера. Скосившиеся заборы, фонари, заросшие травой скамейки и тропинки, заполненный тиной и камышами берег – вот что видят горожане каждый день. И это не только на теплом. Стоит отметить, что с 2020 года ведутся работы по благоустройству озер города Якутска. В 2021 году закончилось благоустройство на Талом озере, а на данный момент ведутся работы на озере Сайсары, которые закончатся примерно в 2024 году. Благоустройство данных озер у нас в основном проводится в рамках программы формирования городской среды. В 2020 году были проведены начатые работы по озеру Талое, которые были введены в эксплуатацию в 2021 году. И с этого года у нас начинается работа по озеру Сайсары. Мы участвуем в федеральной программе и в рамках федеральных субсидий, получается, делаем благоустройство наших общественных пространств. Для некоторых людей утро – это настоящее испытание. Ведь утром нужно просыпаться и идти на работу. А в утренний час никто и ничто не кажется такими родными и близкими, как подушка и одеяло. Чтобы легко и быстро просыпаться, нужно совсем немного. Во-первых, нужно вовремя ложиться спать, а во-вторых, нужно с вечера найти стимул, который с утра поможет вам быстрее проснуться. Незаменимым утренним атрибутом является кофе. Кофе помогает почувствовать всю прелесть утра и насладиться нотками его бодрости и свежести. Ваш кофе. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро, дорогие телезрители. Я думаю, что среди вас есть сейчас многие, кто сидит за чашечкой такого чудесного напитка, как кофе. Но кофе обладает не только чудесным ароматом, прекрасным вкусом, но и еще многими интересными особенностями с точки зрения возникновения в языке и культуры употребления. Итак, давайте говорить о том, как же кофе попал в наш язык. Итак, во-первых, в этимологическом онлайн-словаре Льва Владимировича Успенского указывается, что когда мы говорим «кофе», мы используем арабское слово. Дело в том, что когда-то словом
Кафе называлась местность в Эфиопии, а Эфиопия – это родина кофейного дерева. Арабы сделали из этого кофе свое слово кахве или кава и называли им и напиток, и плоды, и то самое дерево, плоды которого используются для изготовления напитка. Оттуда, из арабского языка, слово попало в европейские языки. И здесь тоже появилось очень много вариантов наименования этого напитка. И напитка, и дерева, и плодов этого дерева. Итак, в Англии появилась кафе, у французов появилось кафе, в Германии кафе, в Нидерландах кофе. И уже из Голландии это слово пришло к нам в русский язык. Когда это слово было заимствовано, то русские люди, наши прадеды, они это слово немножко, что называется, адаптировали к русскому слову «чай». И действительно, мы с вами, если используем литературную речь, говорим в официальной обстановке, то мы с вами говорим это слово на западноевропейский манер. Мы говорим с вами «кофе». А вот в разговорной речи можно и кофейку выпить. То есть это старое название кофеек, кофей, сохраняется до сих пор и в нашей современной речи. Вторая особенность слова «кофе» связана с тем, что во времена, когда это кофе пришло в русский язык из голландского, то не говорили «кофе пить» или тоже «какао пить». Кофе и какао предполагалось откушивать. И в произведениях наших писателей-классиков мы с вами нередко встретим именно такую фразу, что какой-то там герой кофе откушал. Надо сказать, что во времена Петра I, то есть именно в то время, когда кофе появилось на столах россиян, вариантов названия у этого напитка было очень много. Его называли и кафе, и кофе, и кахвей, и кахей. Это было связано с тем, что слово это по-разному произносится в западноевропейских и восточных языках. Ну и третья особенность слова «кофе» – это его род. Об этот род слова «кофе» сломано немало лингвистических копий. И существует действительно несколько версий. Мы с вами знаем, что в литературном языке слово «кофе» – это существительное мужского рода, хотя, казалось бы, родственное какао среднего рода. И почему же кофе стало словом мужского рода? Дело в том, что по одной версии это связано с тем, каково обозначение рода в том языке, откуда слово «кофе» было заимствовано. Во-вторых, придерживаются мнения, что вот мужской род слова «кофе» как раз отражает ту старую форму «кофе», которая была принята в нашем языке при заимствовании этого слова. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Наверное, многие из вас к этой минуте уже не только проснулись, но и наслаждаются чашечкой ароматного кофе с улыбкой и добрым настроем на предстоящий день. Мы приветствуем всех, кто только что присоединился к нам. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». По прогнозам синоптиков, летом в России ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений. Так как на территории Якутии резко континентальный климат, на северо-востоке республики температура уже достигает 30 градусов тепла. И до конца июня на большей части республики ожидается жаркая погода с подъемом температуры до 35 градусов выше 0. Интересно, как якутяне спасаются от жары? Об этом прямо сейчас. Фруктовый лед. Да. Я тоже люблю мороженое. Дома сидим с кондиционером. Кондиционером? Ага. А когда выходите на улицу? Ходим по тенечкам. А так нормально переношу жару. Ну, дома сижу. Дома сидите? Под Да, кондиционером. на улице выходите?
Ну, не знаю, нечем защищаться. А? Как вы защищаетесь от жары? Чё? От жары как защищаетесь? Чё? От жары как защищаетесь? По-русски надо, да? Уже включили, что ли? Ой, не надо подождать никуда. А что, от жары, да? Да, от жары. Ну давай. Как вы защищаетесь от жары? Нормально, чуть-чуть ветер. Ветер, да? Ага. А когда ветер нет, как сегодня? Ну, жарко, ничего, я уже терпимо. Терпимо. Ага. СПФ 50 кин. Это как? Это солнцезащитный крем. О, интересно. Что? Как вы защищаетесь от жары? Защищаюсь я просто никак. Никак я не защищаюсь от жары, потому что жара, она повсюду. Я вот иду сейчас на мое место практики, и там так прохладненько, хорошо, я там защитюсь от жары. Прекрасно. Спасибо. Как разнообразить детский летний отдых в Якутске, чтобы это запомнилось? В столице вот уже 4-й год работает яхт-клуб, где дети обучаются управлять парусными яхтами и сами изготавливают их. Попутный ветер в паруса пыталась поймать и наша коллега Марферина Алексеева. Ребята осваивают парусный спорт на Белом озере. Сезон плавания начинается с июня. Все лето дети управляют парусниками, а когда нет ветра, тренируются гребле и полезным тактикам выхода из стрессовых и непредвиденных ситуаций. Самый распространенный случай, что встречается при сильном ветре и езде под парусом, это переворачивание лодки. Важно как можно быстрее вернуть парусник в исходное положение, поэтому ребята должны действовать четко и без паники. Дальше он должен залезть туда, не перевернув лодку обратно. И начать откачивать воду черпаком. По-хорошему, если бы сейчас сильный ветер был бы, он бы помимо откачивания выходит на свой курс, каким шел там, на буй или куда-то, да, и одновременно откачивает ее. Но сейчас ветра нету, просто откачивает. Задача его откачать больше 100 литров. В реальности такого еще ни разу, только вот в практике и все. Ты боишься или для тебя это уже? Вода такой холодная, и все. А так страха нету. Преодоление страха и быстрая реакция – основная задача таких тренировок. Все яхтсмены должны уметь принимать решения молниеносно. Тогда я, возможно, повернул по ветру, и мне накренило лодку, вот она же сейчас вот так вот стоит, и мне вот так вот ее накренило. Я жестко забоялся, но я успел туда перекренить лодку, и все закончилось хорошо. Я очень хорошо прокачал реакцию, точность и внимательность. Зимой учащиеся занимаются судомоделированием. Почти все имеющиеся в клубе лодки построены руками ребят. Причем это не просто сборка. Дети вырезают детали из дерева, обрабатывают их, собирают и красят лодки. 95% это все ребятами сделано. С 2018 года, получается. Потихоньку строили, вот получился такой флот у нас. Изначально, когда была мысль кружка, это новые яхты, это было непосильно, и пришла мысль, что надо лодки построить просто-навсего самим, и поэтому благодаря этому парусный спорт в Якутске появился. Получается, что зимой ребята строят, весной проходят теоретический курс, летом практика и в августе закрытие сезона, на котором проходит ежегодная парусная регата. Учащиеся соревнуются в ловкости и скорости прохождения водяной трассы. Также в этом году планируется открыть кружок радиоуправления яхтами. Обучиться парусному спорту могут все желающие. Единственное требование – желание. Стоит отметить, что в клубе есть отдельные занятия для взрослых. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В такие знойные и жаркие дни многие хотели бы сейчас оказаться где-нибудь на Аляске. Кстати, это возможно, если прочитаете или перечитаете культовый подростковый роман Джона Грина «В поисках Аляски». Книга эта прежде всего, конечно, о дружбе, но и о влюбленности, о нелегкой жизни современного подростка. Точно можем сказать, что придется о многом подумать и многое переосмыслить после ее прочтения.
Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 НВК Саха мы поговорим о культовом подростковом романе Джона Грина «В поисках Аляски». Эта книга занимает 9-е место среди рейтинга 100 лучших книг для подростков по результатам опроса американского новостной некоммерческой организации и получившей множество литературных премий. Эта книга будет интересна не только для подростков, но и для многих взрослых, которые были бы рады вспомнить себя в юности. Поиски главного героя в этом необъятном мире приведут его к новым друзьям, удивительной девушке, необычным открытиям и к стремительному взрослению. В этом возрасте каждый из нас что-то ищет, да не все находят, но нашему главному герою Майлзу очень повезло. Он находит больше, чем на это рассчитывал, но, правда, ненадолго. А что же дальше? А дальше взрослая жизнь со своими проблемами и сложностями, хотя в памяти изредка будет вспыхивать огонек былого счастья, такого далекого и, казалось бы, невозможного, но оно было и оно незабываемо. Эта книга прежде всего о дружбе, о влюбленности, о нелегкой жизни современного подростка, да и много еще о чем. Хотелось бы отметить, что после прочтения этой книги вам придется о многом подумать, многое переосмыслить. Я рекомендую эту книгу для подростков, молодежи, для их родителей, хотя бы для того, чтобы чуть глубже вникнуть в проблемы молодого поколения. И позвольте напомнить, дорогие друзья, что эту и другие книги вы можете одолжить в нашей национальной библиотеке, также прочесть их в электронной форме в приложении Литрес абсолютно бесплатно с помощью нашего читательского билета. А для этого нужно просто стать нашим читателем. До новых встреч! Чтение книг, как известно, дарит не только многочисленные часы удовольствия и радости, но также помогает развивать образное мышление и фантазию, и особенно замечательно, если этому уделяется внимание с самого детства. Сегодня мы хотим вас познакомить с интересным человеком, у которого очень интересное хобби. Плотник 5-го разряда энергосбыта Константин Соколов вот уже несколько лет пишет детские сказки. Интерес к этому литературному жанру у Константина появился еще в школе, а после армии Константин занялся писательством профессионально. Наша коллега Ирина Григорьева съездила к нему в гости и окунулась в мир добрых и волшебных сказок. Спасибо, Франция, за моду, за Диму благодарю, а нраву дух твой и свобода, Дантеса одного корю. Знакомьтесь, это Константин Соколов, плотник по профессии, сказочник по призванию. В руках плотника труд, созданный годами. Это детские сказки. Впервые автор взялся за перо в 14 лет, а после армии занялся писательством профессионально. Признается, создание сказок посвящает русскому поэту Александру Пушкину, поэтическое наследие которого уже более 2 столетий волнует сердца потомков. 7 неудач подряд еще не признак постоянного провала. И пытался вот именно упорством. И первую сказку я 3 года же писал. Это же очень... Я даже не верил в это, просто пытался, каждый раз садился и думал. Интерес к сказкам пришел постепенно. Когда было свободное время, отец семейства читал своим детям сказки. А свое первое произведение, сказку про Ивана Дурака и царевну, он написал 11 лет назад. В это время у дворца царь с царицей у крыльца ждали дочь свою царевну. К вечеру она с деревни, от гостей прибыть должна. У родителей одна, их волнением нет конца, шлют навстречу ей гонца. Ждут вестей они всю ночь, беспокоятся за дочь. Лишь под утро, наконец, прискакал назад конец. Перебит обоз в пути, а царевны не найти. Ищут войска в круг дозором, встретиться не могут с вором. По картине видно всей, это сделал злой Кощей. Сказки создаются по-разному, признается автор. Некоторые чистый экспромт, а некоторые тщательная подготовка. Самые лучшие и интересные сказки получаются, когда на подготовленную благодатную почву падают семена вдохновения, появляются первые ростки, и сказка начинает жить своей жизнью. Хороша, стройна собой, своей дивной красотой, многие в граде покорила, но сама не полюбила, делу своему она всей душой была верна.
В этой сказке я где-то год ушел вообще в другое место. Я думал, что я пишу красиво, гениально, талантливо, а потом спустя какое-то время я отложил, где-то месяца 2 отдохнул, взялся и понял, что я пишу не то. Светлана – жена сказочника, и муза, и жесткий критик. Добрым, а иногда и острым словом поддержит, иногда и подскажет. И в горе, и в радости Светлана, как и в сказках, всегда рядом с мужем, даже тогда, когда рукописи летят в корзину. Любить, во-первых, надо человека, чем он занимается, любить его дело, помогать ему, где-то критиковать можно себе позволить. Сказки пробивают себе дорогу тяжело, признаются Соколовы. Но потомок ямщиков Константин не унывает и продолжает заниматься творчеством. Свою первую сказку про Ивана Дурака и царевну Соколовы издали 11 лет назад. В основе сюжета противоборство добра и зла, хороших и плохих героев. Сказки передавались из поколения в поколение, но основной сюжет и посыл всегда одинаковы – добро побеждает зло. Так в сказках народ кодировал свою мудрость. В Солнцеграде то веселье, свадьба, где новоселье. О победе все поют, в чем не сомневались тут, если весь народ сплочен. Вторая сказка рождалась в долгих творческих муках, признается автор. Сказка о славном чудном Солнцеграде, о рукодельнице Настасии, о молодом царевиче Павле рождалась почти 7 лет. Но это произведение, по мнению самих Соколовых, нравится читателям больше. Ведь смекалка и находчивость главного героя, царевича Павла, помогает защитить народ Солнцеграда от грозного войска и жениться на своей возлюбленной Настасии. Хотел бы, чтобы из сказок моих сделали и мультипликационный фильм, и спектакль, ну, чтобы люди читали, жить было, чтобы интереснее. Вот благодаря этой цели я наверное, и пишу. Сказка «Ложь». Давней намек. Добрым молодцам урок. Сказки Константина Соколова по сюжетной линии всегда заканчиваются традиционно хорошим эпилогом. Ведь наш герой считает, что сказка – это добрый помощник не только в воспитании ребенка, но и самого себя. Ведь в реальной жизни всегда есть место удивительным событиям и чудесам. Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Якутск. С 14 по 17 июня в рамках культурной программы на Ленфильме прошел фестиваль народов Севера «Душа России». На выставке народных мастеров «Сакральный север» были представлены изделия ручной работы и ремесел из кожи, дерева и кости. А Музей природы человека показал обширную коллекцию бисерных изделий народов Сибири. Особый интерес посетителей вызвала выставка «Цветные нити кантели», где можно было узнать больше про национальные костюмы и музыкальные инструменты. И сегодня в нашей студии гости. Анна Томская, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, руководитель ансамбля якутских инструментов «Кыл-Саха», и Руслан Габышев, мастер-изготовитель музыкальных инструментов, солист-импровизатор ансамбля «Кыл-Саха». Доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас видеть сегодня в нашей студии. Мы в предвкушении чего-то особенного с утра сегодня. И хотелось бы поговорить, конечно же, о фестивале «Душа России», который объединил более 500 представителей креативных индустрий, музыкантов, артистов, мастеров народных художественных промыслов из 15 аж регионов. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как проходил фестиваль. Да, действительно, в Санкт-Петербурге в рамках экономического форума проходил фестиваль международный «Душа России», где приняли более 500 музыкантов, артистов, дизайнеров. Мы показали программу, объединяющую этнокультурное наследие и современные технологии в музыке, в дизайне, в кинематографии, да, и в других сферах. Из Якутии нас было 12 человек. Представляли мы и концертную программу, и выставку показывали, и были примеры фильмов, в том числе «Не хороните меня без Ивана». В первый день показали документальный фильм «Женский голос Арктики», режиссер Мила Кудряшова из Санкт-Петербурга, где мы выступили и открыли свое выступление в кинозале Ленфильма. Со второго дня уже начали свое выступление, показывали мы. У нас была программа, значит, «Круговой танец со Сохой», потом элементы национального праздника Иссых. Нашу программу составила Варвара Баюкова
Это фирма «Северный колорит». Да. Из Якутии был певец Киджа, диджей Уран, значит, наш ансамбль «Кылсаха». Мы работаем в Национальном театре танца, являемся артистами Национального оркестра. С нами был наш этномузыкант Хомусис, известный Георгий Слепцов-Чагалхан. Также приехала этнопевица, известный педагог России, лучшая семья России. У нее номинация это Сахайта Майтахонова. Ага, и Деревянная Кривошапкина Юлиана была. Моду показывали, значит, Анжелика Кириллина Сахабуха и Александра Корякина, которая проживает в Санкт-Петербурге. Да, тоже какая у вас получилась большая компания, да, которая очень, представила интересно. Якутию. Вот особое внимание на фестивале было уделено арктическим регионам России и коренным многочисленным народам, их культуре, наследию. Что вот касается национальных инструментов Кылсаха, вот что вы представили на выставке? Ну, на выставке, на концерте мы представили наши инструменты. Вот наш мастер Руслан Габышев, он сам изготавливает наши инструменты. Наши инструменты отличаются тем, что у них струны из конских волос. То есть, да, сейчас идет, ну, не побоюсь сказать, что в мире, да, особенно в России, воссоздание, возрождение этих инструментов, и оно началось с Якутии. Да, нам будет прекрасно. уже 10 лет в следующем году, и мы часто ездим, выступаем, и вот так, как и в других мероприятиях, да, на других, тоже, конечно, мы произвели там, ну, оставили, наверное, да, оставили, да, хороший этот, и нас пригласили уже в декабре сольным концертом, и хотят вокруг нас сделать семинар вокруг наших инструментов. Ну, кто понимает, что насколько это важно. Да, а в чем уникальность вот этого инструмента? Ведь такого аналога нет во всем да, мире. Вот музыкального лука действительно нет. У народов, у разных народов есть инструмент лук музыкальный, но на них играет как ударный инструмент или как варган. Наш Руслан Габышев, наш мастер, сделал этот инструмент с тоновой организацией. То есть на ней можно интонировать и играть как на виолончели. Да, и, наверное, он продемонстрирует. Да, мы с удовольствием сейчас послушаем, как звучит этот инструмент. Вот потрясающе, это как медитация, да. это то, что нужно с утра. Да, наши инструменты, особенно вот этот музыкальный лук, они очень гибкие, звук очень гибкий, может звучать и современными, да, вот аранжировками. И, да, а вот звучание, оно за счет чего именно вот так происходит? Раскройте нам секрет. Я с 4 класса играю, да, дедушка охотничьи, заячьи петли, стрелы были, да. С 4 класса я баловался, а я потом это превратился на музыкальный лук. Ну, играется вот усилитель обязательно, потому что он сам, струны же такие эти, да, он сам звучит тихо. И вот у него вот инструмент, о котором мы говорим, со струнами есть конусов волос, на котором играет весь ансамбль Кылсаха. Так, да. И мы сейчас тоже вот имеем, да, возможность услышать, как звучит. Пользуясь случаем, мы поздравляем от имени нашего ансамбля, от имени театра танца нашего, да, с Исыхом. Сейчас у нас дни Исыха, нашего праздника национального. И вот наша Соха говорит. Настоящий праздник сегодня в студии «Утро Якутии».
косухой, который Хотела говорит сказать. на якутском языке А вот, инструмент. Ага. ведь ансамбль много гастролирует не только по Якутии, но и по другим регионам. Да, очень интересно узнать вообще, какие планы у вас на будущий сезон. Ну, будущий сезон у нас юбилейный, скажем так, артистов, в том числе нашего мастера. Да, и потом вот нас пригласили в Санкт-Петербург, дай бог, если все получится, мы поедем туда. В Санкт-Петербурге мы были прошлым летом еще. Руслан Прокопьевич дал сольный концерт в Российском этнографическом музее. Кылсаха дали концерт в музее Шереметьево. То есть мы, ну, в год несколько раз, наверное, ездим, да, вот. И этот сезон прошедший, да, вот вчера мы закрыли сезон ИСЭХами, выступили на ИСЭХах. Были мы в Красноярском крае, в Республике Бурятия с нашим оркестром национальным под руководством Николая Павловича Петрова. Тоже там играли на наших инструментах. Впервые в этом сезоне наши инструменты звучали наравне с академическими инструментами, симфоническими инструментами. В спектакле «Сетим», премьера, которая состоялась в мае в нашем театре, даже в июне, да, в начале июня. То есть был очень насыщенный, очень плодотворный сезон. И завершили мы вот сезон поездкой. По приезду сразу, сразу у нас ИСЭХи пошли. И тоже вот, ну, очень рада, что у нас есть работа, что есть любимая работа, что это нравится нашему народу, да, вот звучание, что мы работаем в воссоздании, возрождении. Анна, вот очень, я думаю, интересно нашим телезрителям было бы узнать, какие впечатления получили люди в Петербурге от вашего присутствия, от вашего участия в фестивале, как восприняты были инструменты, как этот звук, как они звучали в Санкт-Петербурге, какие ощущения оставили в людях? Ну, вообще, Делились? если говорить об инструментах, да, и вот других народов инструменты, они, ну, в наших кругах более известны, да, именно наши инструменты, они, может, только начали работать. Звук, который был утерян, который искали более 50 лет, воссоздал наш мастер, и мы вот 2016 года вплотную работаем над исполнением, изготовлением на этих инструментах, да, изготовлением этих инструментов. Конечно, всегда с интересом коллеги встречают нас на таких площадках, на фестивалях. Это не только радость для зрителей, но и для нас, самих участников, потому что встречи, да, контакты, какие-то эти обмен планы, впечатлениями, да, познакомились мы с президентом культуры и искусства из Марокко. Даже так? Да, и уже есть у нас планы совместные, да. Потом кинематограф уже, насчет саундтреков подходят, тоже есть у нас намечена работа. Это не только наши республиканские, но и российские. Да. Ну, в общем, для нас этот фестиваль был очень такой плодотворный, да, очень нужный, актуальный в нашем творчестве. И я, пользуясь случаем, благодарю наше родное Министерство культуры и духовного развития за поддержку, да, за то, что они нас отправили, Республиканский дом народного творчества за содействие и, конечно, наш родной Национальный театр танца имени Сергея Зверева «Кылвола». Да, мы вас безмерно благодарим за то, что вы сегодня пришли к нам, и нам очень хотелось бы еще, пока у нас есть немножечко времени, все-таки вот насладиться звучанием этих удивительных, уникальных инструментов, разделить эти ощущения этим утром. Этот инструмент, это собака будет, да? Похоже. Это лошадь. Лошадь. Угадай, животная игра в рубрике. Вой волка. Волк. Да. Это волк. Да. Это ночной мотоцикл. У нас, кстати, была программа «Исуран» диджеем, с которым мы уже давно сделали несколько номеров, которые звучат и на дискотеках, и вот тоже на этой площадке. Даже было, в клубах. Да, было очень интересно. Мы там совместно с нашим хумусистом Георгием Слепцовым, тоже артистом театра танца Шалхами, Сахайтой Майтахоновой, Урани Кылсаха, играли, импровизировали прямо там на сцене. Да, Анна, Руслан, огромное спасибо еще раз. Потрясающе вместе провели утро, начали день, ну а в продолжении часа мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы
продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Более 11 километров туристических маршрутов обновят в республике в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», учрежденного Владимиром Путиным. В настоящее время в Якутии реализуются два масштабных проекта. Это реконструкция 2 участков региональных дорог «Нам» и «Умнас», ведущих к популярным туристическим маршрутам, этнокомплексу Усть-Хатын в Якутске, туристической базе «Еланка» и национальному парку «Ленские столбы» в Хангаласском районе. Работы ведутся без отставания по графику. Планируется расширить дорожное полотно до 4 полос, установить наружное освещение, барьерные ограждения, тротуары, светофоры и новые остановки. В эти дни Амгу с рабочим визитом посетила делегация правительства города Суйфуньхэ Китайской Народной Республики. Первые дружеские отношения с китайским городом были положены еще в 2014 году. А в 2016 году делегация Амгинского района посетила Китай. С тех пор связи укрепились. В начале пандемии, когда образовался дефицит в медицинских масках и принадлежностях, представители Суйфуньхэ безвозмездно помогли Амгинскому району. На встрече стороны обсудили ряд вопросов по развитию побратимских отношений в разных сферах, в таких как образование, туризм, предпринимательство. По итогам визита будет подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве и дружеских отношениях. В этом году мы увеличили охват протокола намерений, начиная от сельского хозяйства, кончая туризмом. Вошли культурные направления, здравоохранение, образование, туризм. Да? В основном коллеги из Китая, госпожа Уе, заинтересованы в туристическом направлении. Они уже готовы направлять туристический поток именно в Амгинский район. У абитуриентов жаркая пора. Желающие могут выбрать одну из 200 среднеспециальных профессий. Так, Якутскому медицинскому колледжу в этом году выделено 540 мест. Из них 335 на сестринское дело, на лечебное дело 125. Также здесь обучают акушеров, работников лабораторий, стоматологов и по прочим направлениям. Документы принимают с 20 июня, а правда после только 11 классов. Притом вступительный балл считается по итогам аттестата. Но в некоторых отделениях абитуриенты проходят тестирование. Вступительные испытания начнутся с 3 июля. Вступительные испытания у нас начнутся с 3 июля. Принимаем мы только после 11 класса. К сожалению, у нас после 9 класса приема нету. Многие так спрашивают. Да? Сроки обучения сократились у нас. Да? Например, на сестринское дело в прошлом году, если студенты обучались 2 года 10 месяцев, сейчас срок обучения сократился, будет 1 год 10 месяцев. А на лечебное дело срок обучения был 3 года 10 месяцев, сейчас срок обучения 2 года 10 месяцев. Ко дню 92-летия образования Горного Улуса чествовали лучших выпускников и спортсменов, достигших наилучших результатов в учебе и спорте. Золотые медали за отличное окончание школ получили 13 выпускников. Напомним, что с 2020 года по распоряжению главы Горного Улуса ученики с одной оценкой в 4 балла в аттестатах и успешно сдавшие ЕГЭ награждаются также серебряными медалями. В этом году такую награду получили 17 выпускников. Также удостоились чести юные спортсмены, достойно представившие родной Улус на республиканской спартакиаде учеников. Я очень рада, что окончила гимназию на отлично, с золотой медалью, и закончила его очень хорошо тем, что сдала свои ЕГЭ на 90+, на 70+. И все еще жду свои результаты по английскому языку. Надеюсь, что они будут хорошие, так как я очень долго готовилась именно по этому предмету. Своим учителям хочу сказать спасибо большое, что поддерживали, что учили многому, развили мои таланты к предметам, благодаря чему я получила 95 баллов по русскому языку. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Лето в разгаре. И каков бы ни был ваш выбор в этот знойный период, рыбалка, парусный спорт или, возможно, путешествие на Аляску, главное, начинайте новый день вместе с нами. Ну а прямо сейчас мы спешим напомнить вам о том,
какая сегодня погода нас ждет за окном. Итак, на 6 часов утра, по данным Гидрометцентра, в центральных районах Якутии температура воздуха составила 16-22 градуса со знаком плюс. В заречной группе 17-25, в южных районах 15-18 выше 0, в Вилюйской группе 15-16 тепла, в Нижнеленских 14-19, в западных 14, в Колымо-Индигирской группе улусов температура воздуха составит от плюс 6 до 22 градусов, в Янских 9-12 выше 0, на северо-западе 14-15. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 22 градуса со знаком плюс, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер переменный 3,8 метров в секунду, температура составит 31-33 градусов выше 0. Очень насыщенно прошел наш последний час. Вместе встречали этот новый день, заряжались позитивом. Ну и напомним о том, что каждый день с 7 до 8 здесь, на телеканале Якутия-24, мы встречаем с вами утром. Мы желаем вам доброго утра, хорошего настроения, отличного дня. И увидимся с вами завтра. До свидания.